Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Yurduma ilkbahar gelir, en şirin, en güzel arzular gelir. Bu güzel yurduma ilkbahar gelir, en şirin, en güzel arzular gelir. Tabiat elinde xonçalar gelir, Novruz bayramınız mübarek olsun. Tabiat elinde xonçalar gelir, aziz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Новый год у тюркских народов наступает в день, когда все обновляется. И само слово «навруз» переводится как «новый день». Вот и пшеницу проращивают в этом году специально к 21 марта, чтобы весь год в доме был достаток. Здесь же на столе пахлава, шекер-бурах, гугл, символизирующий солнце, и даже крашеные яйца. Навруз отмечают уже более 4000 лет, и многие историки считают его старейшим праздником в мире. Традиции и обычаи немного переплетаются с праздником Пасхи у христиан. Также красят яйца, зажигают свечи, прыгают через костер и одевают самую лучшую одежду. Азербайджанцы, казахи, узбеки, киргизы, татары – праздник один на всех, однако у каждого народа свои особенности. В 2009 году праздник включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Bayramlar gözeli, Novruz bayramı, elimin babamın aziz bayramı. Koy desin yürekten, koy desin hamı, aziz bayramımız mübarek olsun. Koy desin yürekten, koy desin hamı, Novruz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, aziz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, Novruz bayramınız mübarek olsun. Münasiptim uçta, cılı cerden konuçta, bul jetim cesirge, mulusu qarıp miskinge, bu jetim cesirge, mulusu qarıp miskinge. Bula çağırıkka, munusu alsız parıkka, abul tilemçige, buları salamçıga. Көкчек, жаңы жыл жакшылыгын баштай берсин, эски жыл жакшылыгын таштай кетсин. Шириндик тартсын дилиңди, отко тазарт дилиңди. Алас, 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 арбаледен калас. Норуздун ушул күнүндө арча түтөп ар үйдө. Шаттык күлкү жаңырып, шам жаңырсын көктөмдө. Через телеканал «Пирамида» Мосдружбы хочу поздравить с праздником Навруз. Это действительно древний праздник, который объединяет представителей разных народов, разных культур и даже разных религий. И в этот праздник люди действительно ожидают приход весны, надеются на изменения в их жизни, молят Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал им баракат, даровал благоденствие в их семьи, в их страны, их народам. Поэтому присоединяюсь к этому поздравлению, желаю всем правоверным мусульманам, всем тем, кто разделяет радость этого праздника, мира и процветания и внутренней гармонии. Бақытқа балқып сезімдер, жас келді қайрадан көңілді шаттық, Норуз байрамы, Норуз сайраны, Норуз қубаныч тартуға, өмір бер жандуға, дем күч бер алсыз
Норус майрамы, Норус сайраны, Норус кубаныч тартуга. Өмүр бер жандууга, ден күч бер алсызга, тынчтык бер кадырман калкыма. Salam Qırğızistan, salam Türkiye. Türklerin qədim bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə sizi xalqımın adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əsenlər olsun. Arıştirip artılgan, keremettey ar biri götartılgan, gütkün ümit, ak dilekler işki aşıp, hoşo kelsin, ırıskısı, kalkındır. Sizlerdi bütkül Kırgız elinin adından Novruz bayramınızlar meni kutuktayımın. Benim
Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе. Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX – полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го – это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек. Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и 4-й в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно, в университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город, центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания 19 века, пекарни и лавочки мясников, мастерские – на каждом шагу история, мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. Старость у каждого человека бывает разная. Кто-то окружен вниманием и любовью своих детей и внуков, а у кого-то дети, которым родители посвятили всю жизнь, оставили их на произвол судьбы. В бишкекском доме престарелых живет 200 человек. У многих из них есть дети, которые не могут или не хотят заботиться о пожилых родителях. Почему же заботу о них должны взять на себя люди, у которых есть свои родители и которым есть о ком заботиться?
Угостили пожилых людей национальным пловом. Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить того, кто жизнь тебе смог подарить. Момент, когда себя считаешь правым, ты вспомни и задумайся на миг. Кто приходил домой с едой, усталым, не спал ночами, слушая твой крик. Кто брал тебя на руки несмышленым, держал покрепче, чтоб не уронить. Кто окружал заботою с пеленок, кто в первый раз учил тебя ходить. И прежде чем с родителями спорить, ругаться, обижаться и грубить, задуматься на миг хотя бы стоит. Без них тебя могло бы и не быть. Что привело их сюда? Любовь, ностальгия, уважение к своим родителям, которые живут в Китае. В нашем доме проживает более 200 человек. Из них 77 чисто националов кыргызов, около 50 человек это лежачие. Ну, наш дом не только престарелые живут и инвалиды от 18 и старше. Сегодня устраивают большой концерт, они оказали хорошую помощь нашему дому. Мы очень рады, что приходят нам такие люди, дарят добро. Я бы желала, чтобы побольше было таких людей, спонсоров, организаторов. Огромное им спасибо, благодарим им за их добрые сердца. Я желаю, чтобы никто своих родителей не бросал в такие дома, как наши, чтобы чтили и уважали старшее поколение нашего Кыргызстана, которые вложили большой труд именно нашей республики. Старики внимательно вглядываются в лица, ищут знакомых. Для каждого из них приход посетителей – это большой праздник. Каждый пенсионер тронут до глубины души. Дома престарелых – это обитель горя. Оно для всех общее. В них не оказываются от счастливой жизни. Там мало счастья и улыбок. Там часто вспоминают прошлое, часто плачут. Там редки гости. Там много лежачих больных. Там пахнет грустью. Но вместе с тем там есть надежда. Там ждут своих. Там люди обретают друзей и любовь. Мы не знаем, где окончится путь каждого из нас, но если сейчас делать добро, оно к нам обязательно вернется. И уже не важно, в своем доме или доме престарелых. Киалагаи – традиционный азербайджанский шелковый платок, которым азербайджанские девушки и женщины покрывали голову и плечи. Это украшало их, а также благодаря особенным качествам шелка спасало от жаркого солнца и холодного ветра. Летом дарило прохладу, а зимой согревало теплом. Немало интересных сведений о Киалагаи оставили итальянские, английские и голландские путешественники, рассказывая в своих заметках о лавках в Азербайджане, где продают вытканные серебром и золотом платки. Орнамент рисунка Киалагаи и метод ношения платка в различных областях Азербайджана отличались друг от друга, и это разнообразие также отмечалось путешественниками. Женские головные платки Киалагаи особенно знамениты в Шики. Расположенный на Великом шелковом пути азербайджанский город в средние века привлекал купцов и торговцев своими ремесленными изделиями, среди которых особое место занимали шелковые платки. Ткацкие мастерские здесь были практически повсюду. Начиная с советских времен все мастера объединились под крышей шелкового комбината. Шикинский шелк везли в разные страны. Он славился своим качеством, буйством цветов и красивыми узорами. Комбинат не успевал справляться с заказами, которые шли с разных уголков планеты. Платки Киалагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер. Обычно ширина составляет 2 метра. Его поверхности достаточно, чтобы покрыть и голову, и плечи. Сегодня Киалагаи делают разных размеров. Прямоугольной формы в виде шарфов или в форме квадрата, только размерами меньше.
Азербайджане существует традиция надевать келагаи определенной раскраски в определенном возрасте. Так, взрослые женщины предпочитали носить платки более темных, не особо привлекающих оттенков, а незамужние девушки покрывали голову келагаи светлых и даже ярких тонов, обычно желтого, розового, сиреневого. На улицах современного Азербайджана сейчас редко можно встретить женщин, носящих келагаи. Времена меняются, и этот головной убор уже больше используется как национальный сувенир. Придать платку современный образ – дело художников. Этот головной убор – один из главных атрибутов национальной женской одежды. Келагаи всегда было выражением культурной самобытности, религиозных традиций, символом социальной сплоченности. Его производство и ношение и дальше будут укреплять роль женщин и культурное единство азербайджанского общества.
приехали наши замечательные гости из города Казань, Российская Федерация, а именно знаменитый ансамбль «Кавказ Стайл», друзья! Мощный, зажигательный. Буквально вчера прошел серьезный концерт в Театре оперы и балета. Они зажгли, зал аплодировал стоя. И вот сегодня эти ребята здесь специально для вас. Руководителем является Джавадбеков Сираж Загидович, лауреат международных конкурсов «Танцы на ТНТ» и «Танцы на Первом федеральном канале». Друзья, нужно их встретить от души. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий, фамилия Риманас. Вы из Татарстана приехали сюда, создавали мосту дружбы между Кыргызстаном и Россией, да? Да. Получилось? Ну, более чем наши ожидания произошли, вернее, наши надежды произошли все ожидания. Нас очень тепло приняла публика, был очень оглушительный успех, нам аплодировали на концерте стоя около 20 минут, поэтому, я думаю, мы проникли в сердце каждого, кто был на концерте. У нас очень много национальностей в коллективе. Это и абхазы, и дагестанцы, и Азербайджан, татары, русские, литовцы, болгары. Но у нас нет рамок, как бы нет границ ни языковых, ни религиозных, ни национальных. Мы не ощущаем, у нас как одна большая семья, и поэтому нам очень хорошо вместе. Как вам наш Кыргызстан? Очень доброжелательный, теплый город. Нас хорошо везде принимают, добрые люди, искренние, понимают в искусстве, пытаются все помочь. Вы наш кыргызстанец. Что могу сказать? Я танцую там уже 2 года. Я очень рад, что попал в такой коллектив. Там очень много национальностей, которые танцуют в нашем ансамбле. Базируется в нашей школе около 200 человек. Основной состав это 30 человек наших. Вот. И очень приятно то, что другие национальности поддерживают нашу культуру. И они приехали в Кыргызстан дать большой концерт в Театре оперы и балета и показали то, что они не только знают свою культуру и свои народные танцы, они поддерживают нас и показали Кыргызстану, что у нас есть в Казани, какой ансамбль и над чем мы работаем.